Салам алейкум, hürmetli тамашачылар, чи имирда пайда хае коронавирусти тоголди пердава вичи сәрхәтар артухарзова. Ке чиначин телевидение эфирди юг хае mesela дизбахшна ачосова. Чи передача ке чина тхозва районди администрации или общественных хатасузуля заместитель кабинета в чи эфирдани иштирак изва районный администрации или общественных хатасузуля заместитель Бабаев Абуталиб Бабаевич Фаталаева в районный центральной больнице или доктор заместитель Исаева Шимея Романовна. Салам алейкум. Час малум тирвал Аллата Иисус Гатфарин Севтекля Лохдавал ограничительный колахар чи районда России дихиз. Этсигна са вахтхана и казилвилерхана элега вахтанхана и ограничения. Но Алла вахтунда мехевлерни себе биос хавадни интебиатни халаризни таасир артухана и тоголдни вичи таасир артухарза. Час Алла вахтунда ава халдика физва тхузва серенчемрика Шимея Романовна Кюнеса Хабаргантонзва. Скажу на сегодняшний день, какая обстановка у нас в районе. У нас с первичным положительным тестом в районе на 3 декабря остаются под наблюдением 24 человека. Это на амбулаторном лечении. Контактных с ними остается 90 человек под наблюдением, у которых еще не сняты ограничительные мероприятия, и 24 человека с небольничной пневмонией остаются на дому еще под лечением. За весь период ограничительных мероприятий в ЦРБ проведены лабораторные исследования на ковид на 8750 исследований. Первично положительных коронавирусом за весь период зарегистрировано у нас 440 случаев. Из них 404 выздоровления. Зарегистрированных смертных случаев по району и за пределами, которые умерли, но прописаны здесь, у нас всего 7 человек на сегодняшний день. В настоящее время в нашем стационаре лежат 9 человек с небольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Из них с коронавирусной инфекцией 2, 7 человек с небольничной пневмонией. За последние сутки у нас поступивших нет. Выписан только 1 больной. Ну и снято за весь период у нас меднаблюдение 8515 человек. Хотелось бы сказать то, что у нас на прошлой неделе был очень сильный прирост. До сих пор у нас была такая тенденция, что по 12-13 больных в неделю выявлялось с коронавирусной инфекцией. Это уже где-то было месяца 2 такая тенденция. На прошлой неделе у нас резкий всплеск. У нас 21 человек выявлен с новой коронавирусной инфекцией при исследовании. Но причина я вижу еще в том, что мы повысили объем исследований. У нас до этого был план обследовать 80 человек в день. Сейчас мы обследуем 111 человек в день. За счет этого тоже может быть прирост. В любом случае выявляются в основном из 21 человека, я вам скажу, где-то 6 человек были с пневмониями изначально. Кто-то лежал, кто-то амбулаторно лечился, его обследовали, выявили коронавирус. Остальные 2 человек были с признаками ОРЗ, это повышение температуры, заложенность носа. Остальные все носители были бессимптомные, которые даже не подозревая о том, что они болеют, получается, они и во всех местах массового скопления тоже участвуют. Получается, из 21 человека у нас 6, 2, минус, получается 13 человек у нас бессимптомные носители были. На этой неделе пока сильного прироста нет. На сегодняшний день, на этой неделе выявлено только 5 случаев коронавирусной инфекции. Хотела бы сказать, что у нас за весь период зарегистрированных небольничных пневмоний вот с 1 апреля 750 человек. Из них 370 человек получили в стационаре лечения ЦРБ у нас. 380 человек у нас получили амбулаторное лечение небольничной пневмонии. На сегодняшний день у нас 25 коек в инфекционном отделении, которые под ковид и под пневмонией
пока у нас как бы есть резерв. У нас 9 человек лежат, 16 коек свободных. То, что нам Минздрав выделил пока только вот эти 25 коек, так как ситуация, в принципе, пока у нас стабильная. Хотя, вот как сказали, на прошлой неделе вот прирост, они обычно каждую неделю нам добавляют койки, ну мы посмотрим. Но, как сказать, ложит тот, кто именно с тяжелым или средним течением, у нас прироста нет больных. У нас в основном прирост за счет бессимптомного течения. Как бы стационар у нас, получается, поступает 1-2 человека. Вот за вчерашние сутки поступивших нет, это уже у нас плюс. Ну, правда, вчера за сутки у нас есть один смертный случай от небольничной пневмонии. Больная старше 65 лет, возрастная градация. Поэтому на сегодняшний день все больные, которые амбулаторно лечатся с пневмониями, 24 человека пока с легким течением пневмонии, они все обеспечены лекарственными средствами, бесплатными. Минздрав выделил с федеральной программы бесплатные средства, и врачи, участковые терапевты, больной сам не приходит, врачи, участковые терапевты выписывают на дом им эти препараты, получает медсестра у нас в бухгалтерии и относит домой. Что я хотела сказать по поводу того, что определенное количество больных больше всего у нас зарегистрировано, и рост везде в основном идет по Касумкенту. У нас из 440 человек, 41%, это 180 человек, это жители Касумкента. Да. У нас большой рост там. На втором месте у нас идет Ортостал. И это практически с первого дня он не уходит, 47 человек, 10%. Но у Мака у нас с первого дня очень много, мы ссылаемся на то, что там очень много приезжих людей, которые за пределами работают, приезжают. И это участки наиболее совхоз Гериханова, Ортостал, Ноумака, Касумкент, где большой прирост, и в принципе этот прирост не падает с первого дня у нас. Возрастную градацию, если говорить, да, о том, какое определенное население в каком возрасте заболевает, можно сказать, что от 0 до 18 лет это самые наименьшие поражающиеся люди, это 42 человека, 9% всего лишь. Из 440 человек, 42 человека у нас от 0 до 18 лет. Но у нас есть один смертный случай от 0 до 18 лет, это ребенок 42 дней рождения, который умер. Да, он вроде говорят, что такого не бывает, но у нас пришел положительный результат на этого ребенка, уже после смерти мы его получили. Единственный вот этот смертный случай у нас от 0 до 18 лет. От 18 до 55 лет у нас 47%, 205 человек заболевших. В основном больше всего получается на возрастную градацию от 18 до 55 лет. И 55 лет и старше тоже немало. Вот за последнюю неделю у нас выросла заболеваемость именно в этом возрасте. У нас не было такой заболеваемости 55 лет и старше. Там 188 человек, 43%. До этого, до 2 ноября у нас там процент был 38. Сейчас резко увеличилось. Получается, 65 лет и старше все-таки оставлять на изоляции, мне кажется, нужно, потому что они сейчас более уязвимы в данной ситуации. В основном сопутствующая патология, да, у нас процентов 70, которые лежат больные, которые заболевают, это больные с сахарным диабетом. Это больные с артериальной гипертонией, это больные с ишемической болезнью сердца. Есть несколько больных с онкологией тоже, которые заболевают, ну, у кого сниженный иммунитет, тот и заболевает, в принципе. Ну, на сегодняшний день, если говорить по всему району умерших от пневмонии и по коронавирусу, как я говорила, это 7 человек от коронавируса и 18 человек будет со вчерашним случаем от внебольничной пневмонии. Если смотреть возрастную градацию умерших, вот от 0 до 18 лет это 1 человек, ребенок. От 18 до 55 лет у нас умерло 2 человек, а 21 человек из всех умерших это 55 лет и старше, которые умерли. В целом, на этой неделе пока ситуация стабильная, но хотелось бы сказать, что все-таки наше население, масочный режим и
в принципе, средства личной гигиены, они не соблюдают. Даже те же больные, которые с бессимптомным носителем, они во многих случаях не верят в то, что они болеют, и заставить их не ходить куда-то не в наших силах. Мы их выявляем, мы их предупреждаем. Но люди игнорируют, говорят о том, что у них никаких симптомов нет. И то же самое продолжают даже в нашу же ЦРБ ходить. При этом не соблюдают никакого масочного режима. Когда их предупреждаешь, злятся. Мне кажется, в этом плане лучше все-таки ввести какие-то ограничения в таких случаях. И со стороны, если нужна будет и наша помощь, да, и сельским поселениям, чтобы больше за ними наблюдали, вот за этими больными, чтобы они не выходили. У нас в основном бывает так, что один больной выявился в одной семье, начинаем обследовать семью как контактных, практически семья вся выявляется. Как контактные они выявляются, и при этом получается, что вот ребенок выявился от школы, мы отрываем, с нами и родители какие-то моменты ругаются, у него никаких признаков нет, вы его закрываете. Вот сегодня у нас был случай, что у ребенка выявился, сегодня у родителей в обоих пришел положительный. Тоже признаков нет, но при этом у нас приходит анализ положительный. Ну, на сегодняшний день у нас с перебоями лекарственных препаратов и с койками свободными никаких проблем нет. Все, что нужно, у нас, в принципе, имеется. Шмутчика была в том больнице. Сятка не очкала, кючка занятый. İhtisas olmuyor şimdi romanında. Сятка күне цифры рекламар лахана, каникод вне больничной пневмонии и ковид носителяно каникод кас. Ама больницада кани икоз авазва кас ковид ка и кас вне больничной пневмонии. Хаброз колера хабрах галкун рехат яни дахата хаик ола хучис хаки. Хаик каникод кас нако все бессимптомные. Там внебольничных пневмоний нет. Каникод касни Аламабр и с положительным коронавирусом это люди, которые просто наблюдаются на дому с бессимптомным. Они в лечении как таковом, кроме как витаминизированном и противовирусных препаратах, не нуждаются. Им незачем ложиться в этом случае. А пневмонии 24 человека, которые сейчас остаются на дому, это с легким течением пневмонии. Если есть возможность лечить легкое течение на дому, мы их стараемся не укладывать. Мы каждые 3 дня участковый терапевт по телефону с ними созванивается, мониторирует его состояние, медицинское наблюдение практически по телефону каждый день. В случае утяжеления они сразу отправляют в скорую, меряют сатурацию, температуру. В случае утяжеления мы сразу забираем его в стационар. Мы стараемся сохранить коечный фонд для более тяжелых больных. У нас бывают такие моменты, что больной не обращался ни разу к врачу, врач даже не знает, что он болеет, и потом на 10-й, на 7-й, на 8-й сутки он в тяжелом состоянии уже поступает в стационар. Поэтому мы стараемся оставлять вот эти свободные койки для более тяжелых больных. Чергиалама и тоголди яке кати вахтунда больницада путханицут койка ватера. Да. Нам на тот момент, после того, как стабилизировалась ситуация, у нас и открылись все, в основном, организации и средства массового скопления, на тот момент нам сократили. У нас было 25 коек в инфекционном отделении, было 25 коек в терапевтическом, провизорное отделение было. Нам 25 коек, даже мы приказ написали в связи с тем, что у нас ситуация более благополучная, просим закрыть провизорное и открыть терапевтическое отделение. Там же, получается, и другие больные страдают, которые должны ложиться в плановом порядке терапевтическое отделение, больные с гипертонией. Мы полностью закрыли отделение, им приходилось на дому лечиться. Мы в связи с этим, и необходимости в данный момент открывать второе отделение пока нет. Так как 16 коек, это хорошее, в принципе, то, что наличие, что сейчас есть, это пока необходимости в дополнительных койках в любом случае. Они, смотря по ситуации, Минздрав нам сам будет дополнительные койки давать. İhtisas olmadı. İnsan ne çaval his onu ama doktorix ever göz haber göz hikon vaktunda hada cevap gen kanza satla sual iqad lahadini testler qahkala hadon cevap göza bazı vaqtlar jezo
гзаф икар, цуд икар, цубад икар. Но за зе тежрибадан хакулахтида за цудр он тестар хакади. Хабар джавабар кентискет. Иззят и мисалу да дигиш олханан. Кстати, насчет по поводу тестов, Габрус из-за вот проблем таких тестированием. Мы брали анализ, мы каждый день отводим анализы. Сначала Харикус Чимашифсатер. Машифсатер. Мы собирали хоть 10 анализов, но машина отсюда в скорой мы отвозили в Махачкалу. У нас по маршрутизации чуть сефтедербе долвиген, а по Махачкал долвиген тестер. Потом мы с 5 районами, Агульский район, Курахский район, Хивский район и Магарамкентский район, и мы уже по графику выезжаем. Они забирают и наши анализы, чтобы каждый день одна и та же машина ЦРБ не ехали. И все равно это и расход, там расход материала большой очень. Каждый день отвозятся анализы. Перебои были постоянно, с первого дня. Как вы говорите, мы не получали, иногда бывало по 2 недели не получали результаты, а были моменты, когда мы вовсе не получали. Когда мы с ними созванивались, нам говорили, что у нас вся республика, мы не успеваем, у нас нет необходимого количества столько, ни сотрудников, сотрудники заболевали у них в лабораториях, им некому было делать в принципе. А сегодня их с ноября месяца вышло постановление, где их обязали в течение 48 часов, все лаборатории, в течение 48 часов после доставки материала должны нам дать результат. Сказать, что они нам сегодня тоже дают, я и не могу сказать. Есть лаборатории, которые дают, смотря куда мы отвезли. Иногда Роспотребнадзор дает, а потом они ссылаются опять, что, но, во всяком случае, где-то дни сократились до 5 дней. До 5 дней мы можем получить результат на данный момент. А по поводу первого вопроса, о том, что когда симптомы начинаются, как при первых же симптомах, мы просим сейчас и население, сейчас у нас и параллельно грипп идет, поэтому грипп может быть и осложнить течение ковида. При первых же симптомах повышения температуры, при первых же симптомах слабости, потливости особенно, это первый признак пневмонии. Сразу мы просим обратиться к участковому терапевту. У всех есть номера телефонов. В амбулаториях эти номера телефона висят. Регистратура постоянно на телефоне, горячая линия сейчас. Незамедлительно или в скорую помощь обратиться, потому что скорая потом дает сигнальную отметку участковому терапевту. Если есть терапевт, должен, в принципе, моментально сразу созвониться, пойти домой, посмотреть, осмотреть состояние, сатурацию измерить, взять мазок, это обязательно, на новую коронавирусную инфекцию. Если есть случай отказа, что они только дистанционно лечат, в дальнейшем уже по состоянию больного терапевт решает, нужно к нему ходить или по телефону с ним созваниваться. Если есть случай отказа, мы просим сразу нас незамедлительно руководство поставить в известность. Бывают такие моменты, что терапевт не успевает от вызова к вызову. Сейчас очень большая, огромная нагрузка на них. Они практически все по домам делают. Получается, прием не ведут, им приходится по всему селу ходить. В таких случаях мы просим все-таки нас поставить в известность, чтобы мы могли в первую очередь отправить к этому больному человеку. И при первых же признаках обратиться. Не ждать, пока состояние утяжеляется. Потому что наше население в силу своей, может, менталитета, я не знаю, но они до последнего ждут и обращаются в последнюю очередь к врачу. Абудали Бабаевич, к район декани заместителя че джамаатин хатасузвили Калева Касяз, Хадал Гичуал, Тоза Касяз, Каз Сак Олах Мад Артук Ханва Тимилова Кис, Иколахни. Ушлужет Кага, Иколах Татхуза Колах Тин Патаха, Хадон Велик Паткун Патаха и общественный рекатрини зачес и карточки механикус. Колах не только сейчас Зафон Колах Ханвири Брус, особенно больница Рез, особенно отдел полиции Рез, и администрация муниципального района Рез, и сельские поселения Рез, Колах Вирдес Гзавхан Ваде. Действительно, эти районы не чавили, и какие проблемы они создавать, но не только кумата и мировой масштаб, да, экономика здесь. Но великий Лахар плана вот Хузуаде действительно септекали аката для полох и коронавирусной инфекции Россия начиная с 1 апреля из яхт предводили ограничительные мероприятия вводить адя.
сачкора бяки соблюдаться уже до сачкора бяки гзав соблюдаться очень. И не скилигна жезу их момент арне испад и адам агузоваться и ничего кама бом кибур даже вчера районе вот готов уже злуха до сентября почти на 0 ферм, а теперь практически аматуши фактовое явление ничего есть. Но взять не октябрь, ноябрь, взять не декабрь, до страны и до Густонда, и России дохез, готовы и ничего смел гзавшизу. Последние ход недели до статистика республики Днекиригал почти через республика до 50% гзавком ничего. Последняя неделя до Килигава Ахтуда, у него последняя глава республики Туханова совещание дал, заседание оперативного штаба. Вот чередами ход района республики Дахкачка, Мичабр, Гзавкона и ход района как на районе. Но район Кулах действительно, Кулах Тхузвади, центральной больницы, где персонал политический готовен с 1 апреля была вот армия Микичкора повышенная боевая готовность, оборудование повышенная боевая готовность вот с 1 апреля Ханваде, действительно чёрсола бочпин Кулахин Тхузвади. Но и ке вахтара чнахаброз чаваш да кюмек аргил какой-то мере гуманитарный орган это не. Но чнахаброз кюмек ке кюмек если чна нол доктор лагаво и санре соблюдательское это те нормы санитарно-эпидемиологические нормы, хаброз соблюдательское это хаброз секери хатвол. Даже гуза кюмеклан ха кюмек оброз ке. И последний якара по республике вопрос от Хкачкунова Килигна, главный санитарный врач республики День. Павлова, Кенвади докладной глава республики из этого Сергей Алимович Меликов. И она учит предложение органу, предложение Килигна уже взято куда и постановление распоряжение главы республики учится и мера действительно ограничительные мероприятия, мелкие визы, отборки визу и продлевать нельзя. В частности, например, это предложение давать с 2 декабря 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Не допускать проведения, например, богослужений в присутствии людей. Ну, чья она мискин резюме физвади. Хагма запрещать, но и тема Хагдас Килиг начина на верады представитель совета имамов районе инал верно, Хагдас заместитель Хабруз начина доводить надо их беспокойство руководство республики, чтобы пятничный молебный работу временно приостановить. Действительно, их вахтар их бурхану, ну Килигна можно так мы остановка Чнагану, Хабур Качпи передачу голос ислама физаличи четверг с Ганом Мугудабру обеспечить даже временное приостановление посещений граждан при Абуре. Инсан Хаила, Микубур, но Кену даже не более 10 человек, и то близкие родственники. Как мне и рекомендация главного санитарного врача, Кенвади глава республики здесь. Как мне действительно соблюдать на конжу. Часть чизвади, может статистика не доктор, тем более обручизвади. Но и район и чкаер гзавкурла, вот и прирост болезни не жезвади. Савахтара действительно и чкоролни гилчун физвади, все равно и соня с текели фиспеила. Какое-то ограничение ханва. И санарис мила махаяцва, и санричпи, есерин луза, то в пример, микудимер, их вопросы. Но фейл но глери озвучила. А из этого мат фейлах то до чего, но гилвер хана гардана не казу глерни азу массу скоплений сценария, сам норму санитарной соблюдаться, а то что хагмя килигна и рост полностью по Дагестану и чирайонтан тема дискригна жезот. И мекери хирди вопросария, абур какое-то торжественное мероприятие, юбилей отмечать тоже инокену не больше 10 человек, даже инокену амаво при бракар заключать ЗАГС тоже цудкас ограничение зима, не более даже хада ахтяра брузовато, что это более 10 человек есть. И обязательно, например, абур структурное позволение и МФЦ, где и сана гзав кабулзачка, общественное питание, столовые арабур, хар и хуз гана перерыв, якас садра, крайний случай, а он дезинфекция помещения, абу соблюдать на кожу нормы.
запретит работу банкетных залов, кальянных до особого распоряжения. Забру районных пезл узвады бессмехарис гонзалари. Но авозу запрет чавам нарушать же да тоже. Вот это вили садри чихана гонзады, что действительно мероприятие тхунвас килигна вишадлис килигна масса брус их проблема создавать на гонзва тоже. И не из-за доктор нашими роман отмечать на что целесообразно продление самоизоляции граждан 65 лет, а ино взято уже хтанова сейчас указ главы республики, хана уже четко хену продлить режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше с 4-12 по 17. Уже как в тяхану ватер, пока на улух мат готун воде, уже чно на кудну постановление главы района временно исполняющего чинам сайта на зигда хакмя подходный ввод есть и хадлак завхан вопрос уже может то самоизоляция и бруза обращать внимание участкового полномочия полиции Рабусата Гар Херевич Пизаваде и не тем более и на Кхину, но усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше муниципалитетов силами муниципалитетов и участковых уполномоченных полиции с привлечением волонтеров. Уже хемна лохчнони, чьи муниципальные районы представители сельских поселений, администрации и участковые, и тем продолжать контролировать. Ну и на Хенваде всем хозяйственным субъектам, независимо от организации правовой формы собственности, обеспечить соблюдение масочного режима. Гарса, руководители, учи и дара, да, хана не соблюдать на гонзу масочный режим. Уже при входе в здание, микюбур, уже гарса здание, дирдиози, сенер производе, справка гонза, микют гонза, харбур, харна, потарла хозабурного, масочный хозабурного, ну, как-то соблюдать надо и мероприятия ревели. Хакмя идас килигна, Исленхуз Наримашем Судинович, глава района муниципального района Дичи, намечать надо проведение оперативного штаба, Ханул Верман, руководитель структурных подразделений, Роспотребнадзор, ЦРБ обязательно же, отдел полиции, и ввели физабор, кто входит в состав штаба, оперативного штаба. Ханул начинал обулдаде определенные ограничительные мероприятия, чьи районы более-менее это. Хакмя и мероприятия рискли нас расслабиться ханагон. Последний вахтар и росный хакмя хармаду садисала расслабляться же. Расслабляться же какое-то отношение не садбурун действительно уровень сознания вабру абрулгузу, но заски научится за массакас амизаде. Вот проблема за доктор из воды, милиция из воды, хабун юфью лахолаксари. Какое-то предупреждение вот этих санитарно-эпидемиологических норм ханагон тоже. Харса и сонди учи примеры с холодных из загуны конзата Кулаха. Хакмя и Кулаха чина соблюдать из конки чиромедом розжида тоже. Усад Кулахина и кет хузуад. И оперативный штаб дизайнил гана. И центральная больница чи отдел полиции. И сюда Кулах хузу. Но хар она начинали еженедельно гузваде отчет сам Роспотребнадзор здесь. Я подходах протокол аркизу отдел полиции. Подходный суд протокол хар недели. Нарушение масочного режима. И сотмил просьбу и заветочему, тем более к забру претензий что общественное питание, да, было, например, на супермаркет Архана, аватар вопрос даже, что продавец через маску через сон гумирлус. И вопрос уже вегана буру официально суд. И Верховный суд принял решение вообще запретить торговлю маской через сон, вообще торговлю гумирла. Уже в судебном законном порядке уже норму права применять, но вот не смотри, амиза хина кхенвади колах, хина аватуш колах гила официально судом кодно судебное решение, чтобы продавец, хозяин, если здесь лану без маски, а просто торговлю осуществлять и дал. Из-за этого полностью гила ханвади, как меня сопретензиями ханукон за то, что обрузне, если даже ганах это гила, гил чек привлекает к административной ответственности. К административной ответственности Карахана сейчас хадазни баянарган конза режим чурак сарис хиктин же вот дарули чего за жезобр. Ханол Габро участковый полномочен отдел полиции Никиза протокол дугур за суд до 5000 штрафов за нарушение масочного режима.
А организация с юридическим лицом, там она огромная, даже Там до 150 тысяч, даже до 300 тысяч вады штрафайки. Рекер Галуни Серенджи Мархали Кабулзач, точно? Вава, акте ограничения халик кабулну ашеоча, но апрелдис через вада вахтунда на рекер кеватри по всей республике Девиличко Рачи районе пост выставить на стационарный отдел полиции, вот больница Бур, абунаватер Ханол проверяется Терабур, но халилик и ограничительные мероприятия АОЧ. Сейчас чизва больница де взята компьютерный томограф казвилладе хадаз махсус помещение колхтин дицигзахар колахик физата час барган назад. Мы компьютерный томограф уже получили. Уже получили, начах. Мы теперь сейчас ждем помещение. Хамчу мус же гахта тагила тигиз, сейчас гила ганва пул беша зачлагана гил Джафер Курбан Исмаил Чалагадио, глава Дизни. То, что Минздрав нам выделил на помещение, не хватает. Вот этот. А компьютер уже, там компьютерный томограф уже на месте. Стены сейчас домовно заливать его на каждого помещение деди. Вчера как раз Лаца Бединович и Джафер Курбан Исмаил Чарахана по этому поводу на днях на конер уже башо между хакачес. Ну, сейчас коза даже Иисус кутях изучил, сейчас освоение дизганва пул, освоить он коза, ремонтис. Хам когда и слово так сидят, гилагахта чиген инвилерни жазво. Томограф, это томография, да, сразу вероятность, процент виден. Флюорография, да, рентген легких, да, акунхита, изменение пневмонии, мы не видим полностью очаг на сколько процентов. А компьютерный томограф нам дает точно результаты, какой степени тяжести пневмонии. Сейчас амгзов сятхан хайта и карчес компьютера арних казахте, сейчас интернет арвиризу, оснащение жезу. Оснащение в связи с коронавирусом, районде патангзов ханваде. И со стороны Минздрава, со стороны правительства у нас есть сейчас все. Чуксал, Херметла Шевей Романовна, Абудалик Бабаевич, Догоридоне, Чи район до Хакавири, республика до Юридения, до изята и Тоголдевичи, Чаруколах, Чулоколах, Артухарзанучу, оно велика коннаконза, адаз акси коннаконза, хама чи власти боржихи сакхарса чи агалиди борчинеца за зипатане умудизвачи агалири и цигнва каювилерол фикир дакуна ва мискалурна мислатрал амалида.